Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. В рамках мер, предпринимаемых руководством города Душанбе, проводятся работы по озеленению и облагораживанию парков, аллей, улиц города. В рамках данной инициативы сотрудники Министерства юстиции Республики Таджикистан высадили более 250 саженцев вечно зеленых декоративных деревьев в столичном районе Шох-Мансур. Чтобы превратить Душанбе в зеленый город, ежедневно на улицах и проспектах возле зданий, организаций и учреждений высаживаются декоративные деревья, кустарники и цветы. В рамках кампании по озеленению сотрудники Министерства юстиции Республики Таджикистан посадили вечно зеленые декоративные деревья на улице Мастангулова столичного района Шох-Мансур, недалеко от международного аэропорта города Душанбе. 250 саженцев деревьев, которые были высажены, соответствуют стандартам качества и адаптированы к местному климату. В рамках преобразования Душанбе в зеленый город в районе Шох-Мансур всего высажено более 41 тысячи декоративных деревьев. Посадка саженцев и облагораживание города осуществляется в рамках выполнения указаний лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. Ежегодно в целях улучшения состояния окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения при участии широкого круга граждан в течение сезонов посадки саженцев высаживаются миллионы плодовых тенистых декоративных деревьев и цветущих кустарников, что вносит весомый вклад в обеспечение благополучия нашей страны. Деревья и кустарники оказывают положительное влияние на экологическую чистоту окружающей среды, от которой зависит и здоровье человека. Посадку деревьев проводят как в парках и скверах, так и осваивая пустыри, заброшенные земли и склоны холмов. Озеленение посадкой деревьев не ограничивается. За саженцами впоследствии необходимо ухаживать, поливать и проводить все необходимые агротехнические мероприятия. Зеленые насаждения в черте города считаются надежной и проверенной защитой от загрязнения воздуха. Их справедливо называют легкими города. Зумрат Файзиева, Багодури Мансур. Новости. Конкурс «Фуруй Суфи Доной Китобаст» был проведен на основании распоряжения президента Республики Таджикистан с целью повышения интереса к чтению книг, укрепления интеллектуального потенциала, поиска новых лиц с богатым лексическим запасом, пропаганды национальных и культурных ценностей, развития творческих способностей, укрепления чувства самосознания, совершенствования лексического запаса нравственной духовности. Уже 2 года подряд в Таджикистане, согласно распоряжению президента Республики Таджикистан, был проведен республиканский конкурс «Фуруги Субхи Донуи Китобаст», который проводился с целью повышения интереса к чтению книг, укрепления интеллектуального потенциала, поиска новых лиц с богатым лексическим запасом, пропаганды национальных и культурных ценностей, развития творческих способностей, укрепления чувства самосознания, совершенствования лексического запаса, нравственной духовности. С незапамятных времен таджики почитали науку, знания, просвещение, уделяли особое значение воспитанию и учебе подрастающего поколения, породили гениев, которые внесли великий вклад в развитие мировой науки, культуры и литературы. Эта тенденция продолжается и в наше время. Труды таджикских ученых и сегодня ценятся высоко. В период независимости развитие образования стало одним из основных направлений нашей государственности. Изучение наук, техники и новых технологий получило приоритетное значение в жизни общества. В конкурсе принимали участие все желающие, в том числе воспитанники и учащиеся дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, магистры, аспиранты и докторанты, люди старшего возраста и представители различных профессий. Проведение этого конкурса особенно повлияло на учащихся школ, которые стали еще большее внимание уделять чтению книг. Мы продолжаем программу. Известный борец страны Тимур Рахимов занял 5-е место в турнире звезд мирового дзюдо, который прошел в Дохе, Катар. В Национальном олимпийском комитете Таджикистана Тимур Рахимов в весовой категории свыше 100 килограммов в первом раунде победил австрийского спортсмена, во втором израильского борца, а в четвертьфинале проиграл россиянину Иналу Тасоеву, который завоевал серебро в этой весовой категории. Тимур победил южнокорейского борца в учительном поединке, но в поединке за 3-е место уступил украинскому борцу Якиву Хамо и занял 5-е
5-е место. Тимур Рахимов набрал 648 очков за 5-е место в турнире звезд чемпионата по дзюдо, что укрепит его позиции в олимпийском рейтинге за получение путевки на Олимпийские игры в Токио. На это престижное мировое первенство были приглашены 3 спортсмена из Таджикистана: Сомон Мамадбеков, Бехрус Холжазуда и Тимур Рахимов. Соревнование мировых звезд дзюдо прошло с 11 по 13 января в Дохе. В нем принимали участие 398 спортсменов, 215 мужчин, 183 женщины из 68 стран мира. В государственном учреждении Республиканский художественный колледж имени Олимова при содействии Министерства культуры Республики Таджикистан в целях выявления одаренных подростков и детей проводится фестиваль юношеских талантов детских школ искусств и образовательных учреждений Министерства культуры Республики Таджикистан. По инициативе Министерства культуры Республики Таджикистан уже несколько лет проводится фестиваль молодых талантов для выявления талантливых личностей. В этом году первый тур фестиваля прошел в государственном учреждении Республиканский художественный колледж имени Олимова, где приняли участие 9 учебных заведений. Основной целью данного мероприятия является развитие сферы творчества, выявление одаренных детей и подростков. Также наряду с этим пробуждение желания юных художников продолжить заниматься творчеством в колледжах и высших учебных заведениях страны. В первом туре фестиваля приняли участие 100 участников, а в финальном туре фестиваля по рекомендации жюри примут участие 30 человек. По словам ответственных лиц, фестиваль дал возможность выявить множество уникальных и талантливых детей и подростков. Я усердно готовилась к этому мероприятию и представила свои рисунки на фестивале. Также в 2020 году в одном из подобных конкурсов я заняла призовое место. Как видно из картин и рисунков участников фестиваля, они мастерски изобразили прекрасные пейзажи и красоты Таджикистана. Победители фестиваля будут награждены ценными призами и другими поощрительными наградами. Фестиваль открыт для детей и подростков от 8 до 18 лет. Ну и последнее. Эксперты утверждают, что наследственная патология неизлечима. Больные дети, рожденные от близкородственных браков, в большинстве отстают в умственном развитии, многие погибают на ранних сроках. Как доказали ученые, близкородственные связи приводят к генетическим аномалиям. Практически во всех странах мира не одобряются близкородственные браки или вовсе находятся под запретом, ведь в результате таких союзов может появиться нездоровое потомство. В Республике Таджикистан с 1 июля 2016 года вступил в силу поправки, которые были внесены парламентом Таджикистана в закон Республики Таджикистан о государственной регистрации актов гражданского состояния и в Семейный кодекс Республики Таджикистан. Данные поправки касаются запрета на заключение браков между близкими родственниками и обязательном медицинском обследовании брачующихся. Согласно действующему законодательству, все молодые пары проходят медицинское обследование. В случае выявления у кого-либо из молодой пары инфекционных заболеваний, он или она должны пройти полный курс лечения, и только после выздоровления им будет дано разрешение на заключение брака. Наибольшую опасность представляют рецессивные гены, несущие в себе скрытые признаки наследственных заболеваний. У людей, которые не являются родственниками, больше шансов произвести на свет здоровое потомство. Близкородственные браки – угроза рождения больного ребенка. Медицинское обследование является необходимым, так как будущий супруг и супруга должны знать о здоровье друг друга. Это позволит сократить количество разводов и избежать многих проблем. Молодые люди перед вступлением в брак должны проходить медицинское обследование, так как многие заболевания приводят к серьезным последствиям. Особенно такие заболевания, как наркомания, алкоголизм, инфекционные заболевания, психические расстройства, что может отразиться на здоровье будущего поколения. Угрозу от последствий этих заболеваний легче предотвратить, чем потом искоренить. У потомства родственных браков могут возникнуть такие тяжелые заболевания, как гемофилия и болезнь Тея-Сакса, которая обусловлена тем, что дети не доживают до 5-летнего возраста. Это еще не полный перечень заболеваний, появление которых провоцируют родственные браки. Действующее законодательство страны помогает избежать необратимых последствий. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами. Приятных вам новостей и до встречи.